Насыщенная культурно-развлекательная и спортивная программа с национальными состязаниями, яркий концерт, катание на оленях упряжках, экскурсия в настоящий ЧУМ, ярмарочная торговля и все это в самом центре города. В Инте прошел масштабный этнофестиваль под названием «Шонди Кыдж», который впервые проводился в этом году при поддержке Министерства национальной политики Республики Коми и Федерального агентства по делам национальностей. Организаторы праздника Шонди Кыдж, как и Терепкер, решили провести для того, чтобы показать основы традиционного образа жизни коренных народов Севера, самобытной культуры Коми. Это уникальная возможность заглянуть в удивительный мир тундровиков, живущих далеко от городов, и вместе с ними отметить День весеннего равноденствия. От всей души поздравляю вас с таким замечательным праздником. Сегодня Инта собрала сразу два форума. Форум «Родные и любимые», которые проводят движение первых, и форум-фестиваль «Традиции оленеводов Шонди Кыдж» «Солнечный круг». Это здорово, когда молодая энергетика, молодой азарт опирается на семейные традиции коренных народов Севера. Именно молодым предстоит преобразить наш край. С праздником! Всем удачи! Добрый день, Инта! Добрый день, интинцы! Добрый день, гости нашего города! Сегодня мы встречаем здесь участников этносоревнования, этнофестиваля Шонди Кыдж. Мы очень надеемся, что вы сегодня сможете не только посмотреть, как живут народы Крайнего Севера, но и попробовать свои силы в национальных спортивных видах спорта. Испокон веков оленеводы считались очень сильными и смелыми людьми. Они очень бережно относились к своим традициям. И наша задача эти традиции сохранять, приумножать и передавать подрастающему поколению. Дорогие интинцы, этнофестиваль «Солнечный круг» объявляется открытым. Жители отдаленных сел и деревень Интинского округа в ярких национальных костюмах удивляли гостей праздника своими подворьями, где были представлены национальные блюда, пушнина, полезные травы и многочисленные сувениры, сделанные своими руками. Взрослые и дети могли познакомиться с традициями и обычаями коренных народов Севера. Наше подворье состоит из вязаных меховых изделий, которые мы часто сейчас используем на выставках. Есть чагу привезли, морожковые чашечки, вот эти тапочки меховые, игрушки детские, вот подвязки для оленеводов. И вот все, что мы выставили, все видно, все на виду, которым мы все еще пользуемся, все еще у нас пимы носим, варежки сами вяжем, шапки, пожалуйста. И даже сейчас для телефонов очень популярные стали вот эти чехлы. Поэтому молодежь тоже приурочается к этому творчеству и вязанию. Село Петрунь – старинное село. Все, кто родом из этого села, все любят это село, гордятся, что родом оттуда. Привезли выпечку, пирожки, блины, горячие только что можете купить. Что там у нас еще? Шаньги с творогом и многое другое можно подойти купить. Из меха шьют пимы, тапочки меховые. Также есть шкуры, лисы, росомаха. Не все видели, например, росомаху живую. Хотя бы вот в таком виде можно посмотреть. Лыжи охотничьи тоже обтянуты шкурой. Так, ну что еще? Рога вот красивые, оленьи, декоративные уже, да, можно повесить в прихожей, например. Ну, и чай. Мы приехали с села Альвавом. Видно, да? Но чем мы можем удивить гостей такого прекрасного праздника? Альвавомский травник мы привезли. Женщины собирали всю весну, все лето, и мяту, и смородиные листочки, чашелистики, морожки. Это все очень хорошие целебные травы. Мы вот привезли альвавомские веники. Вот. Ну что еще мы привезли? Вязку. У нас очень много хороших мастериц.
И, конечно, мы заказали шапки такие спортивные «Альзвавом», чтобы везде было видно, что это «Альзвавом». Не успели сотрудники Центра национальных культур установить возле памятника Ленину ЧУМ, как возле него выстроилась огромная очередь. Взрослым и детям очень хотелось зайти в настоящее жилище оленеводов, посмотреть, как устроен быт оленеводов, пообщаться с ЧУМ-работницами, которые посвятили тундре не один десяток лет, и выпить с коми-красавицами горячий чай. Одним из ярких событий стало национальное многоборье. На празднике все желающие могли посоревноваться в оленеводческих видах спорта. Ожесточенная борьба за звание самых метких, сильных и ловких развернулась в метании тынзяна на хорей, прыжках через нарты, перетягивании палки и тройном национальном прыжке. На данной площадке у нас 4 вида. Национальные – это прыжки через нарты, перетягивание палки, национальная игра оленеводов, метание тынзя на хорей и тройной национальный прыжок. Чтобы одержать победу, надо иметь силу воли, ну и хорошее настроение. В праздничный день настоящий подарок для жителей и гостей Приполярья сделали братья-оленеводы Геннадий и Дмитрий Лаптандеры. Мужчины приехали из Абизи со своими оленями упряжками, чтобы покатать всех желающих. Из отдаленного поселка мужчины добирались почти 11 часов. Но для оленеводов это привычное дело. Братья практически всю жизнь провели в тундре и даже родились там. Работаю вот именно в совхозе. Вот в прошлом году весной переехал. С мая я начал работать в Абизи. А так в тундре мы с детства уже. Там в Приуральском районе кочевали. Там ездили. Чтобы принять участие в колоритных национальных гуляниях, в полной мере окунуться в самобытный мир коренного северного народа, покататься на оленях упряжках и сфотографироваться с удивительно красивыми животными, приобрести на память изделия декоративно-прикладного творчества и традиционных промыслов от мастеров и рукодельниц. В Инту приехали люди из разных уголков Республики Коми и других регионов. Мы 12 лет назад уехали из Инты, мы живем сейчас в городе Тула, но каждый год вот в марте мы стараемся приехать, потому что здесь бывает тот день оленеводов, в этом году вот Шон-де-Кыш, и мы специально подгадываем свой приезд, чтобы повидаться с родственниками, побывать на малой родине, чтобы посмотреть, как город меняется или не меняется, и вообще попасть немножко в детство. Всегда подгадываем, чтобы было какое-то мероприятие в городе. Вот сегодня как раз проходит прекрасный фестиваль. Вчера мы уже посетили 2 концерта в Центре национальных культур, в Доме культуры шахтеров. Вот. Были очень довольны, счастливы. Дети прекрасно сидели на концертах, смотрели продукцию, которую там местные производители продают, мастерицы своими руками смастерили. Очень нам все нравится и очень рады каждый год сюда приезжать. Вот теперь детей привозим. Все, кто принял участие в колоритном и по-настоящему весеннем празднике, остались в полном восторге. Расширенный репортаж о прошедшем в Инте этнофестивале смотрите в одном из эфиров 5 канала.